Приход наш и уход загадочны. Их цели все мудрецы земли осмыслить не сумели. Где круга этого начало, где конец, откуда мы пришли, куда уйдем отселе. В исторических хрониках персидских, хивинских, бухарских от далеких веков до недавнего 19 столетия о туркменах упоминают часто. Но повод всегда один – войны, набеги, восстания. Сегодня все больше кругом нетерпимости и вражды. А вот Туркменистан – один из немногих уголков земли, где люди живут в покое и мире. Неужели так резко изменился национальный характер народа? Едва ли. Просто миролюбие сегодня и воинственность в прошлом – два проявления одного главного качества туркменов – их беспредельной любви к родине и свободе. Кто только не посягал на землю туркменов. Она бедна водой, зато кровью полита щедро. Стоило ли веками сражаться, защищая такую вот землю? Человеку пришлому она кажется неприютной. А туркмены вслед за великим Махтум-Кули повторяют: «О пустыня, иные ландшафты пред тобою убоги». Много столетий пасли здесь свои стада предки туркменов. Овцу считали животным святым. Существует поверье, чебану, который 7 лет пасет овец и ни разу ни одну не обидит, обязательно явится святой Хыдыр и исполнит самое заветное желание. Из глубины веков донесли туркмены до наших дней уважение и сострадание к любой живой твари, обитающей на этой, общей для всех земле. Есть легенда. В крепости Анау, вот здесь, на этом самом месте давно, в 15 веке, стояло дерево. На нем висел колокол. Однажды ночью святой шейх Джамал-ад-Дин услышал тревожный звон. Поспешил сюда и увидел. Обвился вокруг дерева, кто говорит дракон, кто змея, и сотрясает колокол, зовет на помощь.
привела шейха Змея к своей умирающей подруге. Джамал-ад-Дин спас несчастную. В благодарность Змей подарили ему золото, на которое он построил мечеть. 5 веков оставалась она местом поклонения. Страшного землетрясения 1948 года не пережила. Но святыней осталась. И сегодня приходят сюда, чтобы попросить здоровья и счастья. Старый Авлядя Кули благодарит Аллаха за то, что не спаслал ему долгую жизнь и дал силы трудиться. Один своими руками возрождает он сей Джамал-ад-Дин, дом Джамала, чтобы людям было куда прийти за утешением и надеждой. И пытается вернуть жизнь этой оскудевшей земле. Чинар для туркмена священен. Вот этот чинар – самое большое дерево во всей Центральной Азии. Говорят, вырос он на могиле отважной девушки Фирюзы, ее 7 братьев, отдавших жизни за независимость своего рода. Срубить чинар туркмены считают грехом. Но и когда придет его срок, когда засохнет, не умрет, если попадет в руки мастера. Мастер подарит дереву новую жизнь, заставит звучать его душу. С незапамятных времен бахши, народные музыканты-исказители, играя на таких вот дутарах, пели и стихи великих поэтов, и дестаны, легенды и сказания о подвигах предков. До недавних пор считали, что люди здесь жили, начиная со 2-го тысячелетия до нашей эры. Археологи выяснили, что много раньше. Это открытие способно изменить привычный взгляд на историю человечества. Может быть, именно здесь колыбель всех индоевропейских народов. Эти ковровые ножи из погребальной камеры найдены в Туркменских горах. Им 3500 лет. С тех пор форма ножей не изменилась. Уже тогда предки туркменов довели ее до совершенства. И древнее искусство ковроделия туркменские женщины сохранили до наших дней. В XIII веке знаменитый путешественник Марко Поло написал: «Выделывают тут самые тонкие и красивые в мире ковры». А он ведь объехал многие страны. Ему было с чем сравнивать. У каждого племени свой орнамент, гёль, свое излюбленное сочетание красок.
Помните легенду о мечети Ванау? Это она вдохновила художников. Они погибли во время землетрясения, как и мечеть, а ковер остался. Ничто не проходит бесследно. От блеска и могущества великих империй древности остались лишь эти руины, прах веков. Древний Мерв, в священной книге зороастрийцев о Весте его называли Моуру, в клинописях ахеменидских царей Маргуш. Античные историки звали его Маргианой, волшебной страной солнца, гармонии и красоты. Не станет нас, а миру хоть бы что. Исчезнет след, а миру хоть бы что. Нас не было, а он сиял и будет. Исчезнем мы, а миру хоть бы что. Может быть, именно здесь Омар Хайям написал эти строки. Он долго жил в Мерве, среди предков нынешних туркменов. В VIII веке арабы-кочевники принесли сюда, на земли язычников, новую веру – ислам. Не сразу и нелегко приняли ее местные племена. А когда приняли, фанатиками не стали. Здесь всегда уважали и чужую веру, любую. Зороастризм и буддизм, христианство и мусульманство мирно уживались в этих местах. Сегодня большинство туркменов сунниты, но никто не препятствует и шиитам по-своему возносить хвалу Аллаху. А это садака, жертвоприношение. По торжественным дням к Дастархану приглашают всех, независимо от вероисповедания или национальности. Таков обычай всех туркменов. فإذا هو خاتم مبين فاضرب لنا مثلا من أسيا خلقه قالت من يشاء ليس تسقين إلا الذين يبسط ولا يرغبوا ولا معتم ولا ذلة يقصر ولا اللون خان ربك الذي يقعيش Туркмены. Только в X веке это имя стало общим для всех туркменских племен. С объединением пришло процветание, но жестока судьба. Туркмены приняли на себя один из первых ударов полчищ Чингисхана. 5 миллионов человек жило в Мерве, осталось 5000. Позор тому, кто оробел. Судьба его обманет ныне. Враг осквернил родной предел, в отважных дух воспрянет ныне. Чем дань врагу платить сполна, пусть каждый саблю скинет ныне. Сиид Назар Сииди был рожден певцом любви, стал воином. И не только поэтом. Женщинам тоже пришлось брать в руки оружие.
говорят, восточные женщины безропотны, покорны, пугливы. Может быть, это и правда, но только не о туркменках. В этом танце женщин маленького древнего племени Эске характер туркменок. А украшения? Как похожи они на доспехи воинов. По преданию, именно здесь, на земле Туркменистана, жили когда-то отважные амазонки. Не о них ли напоминают эти шлемы девушек из племени Теке? А решительность, смелость туркменок? Не от нее ли, парфянской царевны Радагуны, жившей на этой земле больше 2000 лет назад? Там, в глубине веков, истоки и мастерства, и идеалов красоты. К ювелирам здесь всегда относились с почтением. Ведь их искусство сродни поэзии. Клыч Мурат Атаев, поэт серебра и камня. Серебряных дел мастером был и великий поэт Махтумкули Фраги. Пока на свете существует хоть одна женщина, ни один ювелир не останется без работы. Этой поговорке много сотен лет. Похоже, ей не суждено устареть. Древние традиции в искусстве, в одежде, в обрядах, в отношениях между людьми остаются основой жизни туркменов. Из глубины столетий дошел до наших дней закон: старшего почитай, младшего опекай. Старшего почитай. Во все времена именно старшие, мудрейшие, совет Ешури принимали решения, от которых зависела судьба семьи, рода, всего племени. Этот обычай жив и сегодня. Atım yaralı, yiğidine olmasa atım yaralı, şuna belli bilim olmaz hayratı. Kocalıkta kaçırtının kuvatı, yiğitlerin doğrulduğuyla mehmandı. Türk Türkmenistan'da her şey söyle bulup latıyor, halkımızın ona ilk küçük hemen Patırken olur cebulundu. Her neyse yaşasın ahır ölümdür. Amanat canım kavtenem irmandı. Основой племени, основой нации была и остается семья. Туркмены считают счастливой только ту семью, в которой много детей. Жить для себя, да стоит ли? Трудиться здесь ради детей. Cennet? Ne Cennet? Suyucu mu? Это Джинет, героиня сегодняшнего праздника. Mama geldi mi? Ana mama geldi.
Почти все семейные торжества у туркменов связаны с каким-то этапом жизни ребенка. Вот и сейчас в этом доме готовится к Сачтуи, дню первого пострижения головы. Yaktın Süleyman'ı. Bundan Salam. Geldiniz mi salam? Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Для виновницы торжества лучший ковер, приданное матери. А вот и она, Джанет. Сегодня ножницы впервые касаются ее волос, знаменуя переход из младенчества в детство. Это ответственное дело по обычаю поручают брату матери. Ему в подарок халат. А он с этого дня должен опекать девочку не меньше, чем отец. Это тоже обычай. Первый вклад в будущее приданое. Завету предков заботиться о детях своих и чужих, о будущем туркмены следуют свято. Вовлечь бы в тайный заговор любовь, обнять весь мир, поднять к тебе любовь. В высоту павший мир разбился, чтобы из обломков лучшим стал он вновь.